Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Это программа «Бергаляп Ираник», в которой мы вместе с вами изучаем слова на татарском языке. А помогают нам в этом наши участники, а точнее сегодня это участницы. Давайте с ними познакомимся. В первой команде у нас Марьям вместе с мамой Лилией. Здравствуйте. 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 Как дела у тебя? Хорошо. Это прекрасно. Во второй команде Амина вместе с сестрой своей Диной. Здравствуйте. 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 Амина, у тебя как дела? Хорошо. Выспалась? Да. Все, покушала, пообедала, все нормально? Все, отлично. Я тогда спокоен за наших участников, потому что готовы мы изучать слова. Но прежде давайте с ними поближе познакомимся. И начнем мы с Марьям. Марьям ходит в детский сад, в подготовительную группу, любит выступать на сцене, на концертах. Она отлично поет, рассказывает стихи и различную прозу, является лауреатом различных конкурсов. Марьям хорошо рисует, мечтает стать знаменитым художником, еще увлекается плаванием. В общем, общительная, открытая, добрая девчонка, у которой много друзей. Марьям, раскрой, пожалуйста, секрет. Как найти друзей? У тебя же их много? Как найти друзей? Да. Это просто надо сделать что-то для человека этого, и он будет с тобой дружить. Ну а что вот ты сделала для своих друзей, и они стали с тобой дружить? Я им нарисовала рисунки, потому что они не умеют рисовать. А, то есть ты им помогла? Да, получается? Слушай, это молодец. Это хорошо. Всегда помощь, это, мне кажется, прекрасно. И помогать нужно всем, и взрослым, и маленьким, и собачкам, кошечкам. В общем, всем, кто находится рядом с тобой вокруг. Я сказал, что ты мечтаешь стать знаменитым художником. Что тебе нравится рисовать? Ну что, портреты, людей, природу, животных. Что любишь рисовать? Все. Все? А меня можешь нарисовать? Да? Ну, тогда в следующий раз, когда к нам придешь, если захочешь, можешь принести мой портрет. Хорошо? Все, договорились с тобой. Ты ходишь в детский сад на подготовительные курсы, да, я так понимаю? Готовишься к поступлению в школе. В школу что вы там изучаете? Мы там изучаем математику, английский, художественный труд. А что такое художественный труд? Художественный труд – это где лепят и рисуют. И что ты лепишь? Мы лепим все то, что учитель нам скажет. Все то, что лепится, все лепим, да? Лилия, скажите, пожалуйста, у нее свободное время-то остается? Свободное время остается, но в это свободное время у нее все равно в руках вот что-то, или она что-то режет, вышивает, что-то клеит, мастерит, постоянно вот рукодельничает. Рукодельница, да, самая настоящая. А удается ли всей семьей как-то время вместе проводить? Удается, но редко. Ну, редко. Да. А что делаете, когда вот время есть? Когда время есть, стараемся куда-нибудь выехать, на природу, куда-нибудь в гости. А правильно, в гости надо ходить. И покормят, и поиграть можно. Да. Посуду потом мыть не надо. Самое главное, тортик не забывайте хотя бы в гости приносить, тогда будет вообще здорово. Ну что, желаю вам удачи и давайте знакомиться с Аминой. Амина с детства занимается музыкой, любит петь, является победителем многочисленных конкурсов, с удовольствием ходит в школу, принимает активное участие в жизни класса, помимо школьных занятий, посещает еще и музыкальную школу, где любимым предметом является фортепиано. Амина, почему любишь фортепиано? Ну, потому что у него звук красивый. Ты в будущем, наверное, пианисткой тогда станешь, да? Музыкантом. Нет, А кем? певицей. Певицей. Что должен делать человек и какими качествами он должен обладать, чтобы стать певицей хорошей? Хорошо петь. Так, Должен быть еще хороший голос. голос обязательно, да. Еще какие качества должны быть? Ну, на вокал ходить. На вокал ходить, ну, наверное, должен быть целеустремленным, да? То есть всегда добиваться своей цели, идти к ней, да? Наверное, нужно в школе хорошо учиться. Ну да, Или не обязательно? обязательно. Обязательно, конечно. С сестрой часто ссоритесь? Раскрой нам секретик. Нет. Но бывает, да? Иногда. Дина, из-за чего ссоритесь?
Ой, мы на самом деле ссоримся очень редко. Раскрою вам маленький секрет. Амина очень красиво играет на фортепиано. И вы знаете, когда вот слышишь, как такой маленький ребенок так красиво играет на фортепиано, уже все душой отдаешься, начинаешь слушать, и даже, знаете, какие-то вот маленькие бытовые ссоры или обиды, они сразу же пропадают, и я вот всегда под впечатлением остаюсь после того, как слышу ее вот это вот виртуозную игру на фортепиано. Ну, слушайте, Амина прям нашла ключик такой, да, к решению всех проблем, мне кажется. Вы сами чем увлекаетесь? Ой, у меня на самом деле очень много увлечений. Ну, наверное, могу сказать то, что я тоже сейчас работаю на ТНВ, на телевидении. Вот, параллельно учусь, параллельно еще совмещаю с работой в журнале «Ялкан» для молодежи, получается. Вот. А так, в свободное время я очень люблю рукодельничать, мастерить разные картины, делать из бисера. Вот, так, Ну, такая настоящая творческая семья, мне кажется, у вас получилась. Молодцы, слушайте, очень здорово, что вы к нам сегодня пришли. Давайте начинать нашу программу. Сегодня мы будем говорить о воде. Обо всем, что с водой связано, о разных природных каких-то явлениях, может быть, связанных с водой. В общем, не буду раскрывать всех секретов. Давайте начнем наш первый тур. Начинаем первый тур, он называется «Jawab Tap, найди ответ». Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с водой. Это могут быть природные явления, связанные с водой. Это могут быть различные виды водоемов, которые встречаются в нашем мире. В общем, абсолютно все, что связано хоть как-то с водой. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Мальчишки и девчонки будут вам объяснять, все достаточно просто. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Задача понять, о чем они говорят. Кто будет первым? Марьям? Марьям, все хорошо. Первый вопрос для тебя, смотрим внимательно. Это такая яма, которая идет вдоль всего леса. И обычно в ней бывают рыбы, вода, всякие рыбы там. Их можно поймать с помощью удочки и червяков. Иногда там можно поймать рыбу, а может быть и сапоги. Марьям, как ты думаешь, что это? Река. Река. Это правильный ответ. Молодцы, я вас поздравляю. Можно поаплодировать самим себе. 1 балл достается нашей команде. Река по-татарски Елга. Продолжаем наш первый тур. На очереди Амина. Готова? Так, смотрим вопрос для тебя. Она прозрачная, чистая. Это такое место, где плавают утки. Летом мы идем туда кормить рыбок, лебедей, уток. Там рыбы, разные растения внизу воды. И потом мы там еще купаемся. Итак, что это? Море. Ну, море – это большой водоем, а есть поменьше. Озеро. Озеро. Совершенно верно, это правильный ответ. В озере купалась когда-нибудь? Да. Молодец, правильно делаешь. Главное выбирать правильное место. Озеро по-татарски Куль. Продолжаем изучать разные, видимо, водоемы, судя по всему, и природные явления. Итак, готовы, Марьям? Давай вопрос для тебя посмотрим. Говорят, то, что раньше из него можно было попить. Но сейчас этого делать нельзя. Образуется, когда идет дождь. Водичка, где там еще много водички, и они плавают. Когда тает снег, и он превращается в воду, и получается маленькая река. Они не глубокие, но очень быстрые. Они могут из других стран привезти письмо. Итак, Марьям, мне очень понравилась вода, где много воды, и там они плавают. Ручеек. Ручеек – это ручей, правильно, молодец. Ручей по-татарски горлявык. 1 балл за правильный ответ получает наша команда. Ну а Амина уже готова ответить на следующий вопрос. Давайте посмотрим. Это такой большой вода, которой могут все жители почти плыть там. Бывает большое, бывает маленькое. Мама туда хочет слетать. Я тоже не против. Ну что, Амина? Море. Море.
Это правильный ответ. Молодец. Море переводится на татарский как «дингес». Это слово мы тоже запоминаем. А следующий вопрос мы будем смотреть все вместе. А вот кто будет отвечать, узнаем чуть позже у нашего компьютера. Внимание на экран. Такая река, которая только вниз течет. Это вот когда ровно вот так вода течет, и такой обрыв. Только на этом обрыве вот так вниз вода течет. Бывают маленькие и большие. С него вот можно упасть, вот упадешь, если вниз, то потом выплывать трудно еще. Внизу могут быть скалы какие-нибудь. Там могут рыбки прыгать. Итак, давайте узнаем у нашего компьютера. Не торопитесь, девчонки. Кто будет отвечать? Итак, компьютер. Итак, Марьям, тебя выбрал наш компьютер. Что это? Водопад. Водопад. Знаешь какие-нибудь водопады? Какие? Красивые, да? Где много воды. Ну ладно, не буду тебя мучить этим вопросом. Так, там какой-то семейный совет. Так, что-то посовещались, нам ничего не говорят, но ничего страшного. Это правильный ответ. Молодец, это действительно водопад. Водопад по-татарски шарлауак. Ну что, первый тур у нас завершен. Итоги вы прямо сейчас видите на своих экранах. Ну а мы готовы продолжить нашу программу и переходить во второй тур. Продолжаем нашу программу. Давайте вспомним те слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Амина, как будет по-татарски река? Елга. Елга, дрес. Марьям, озеро. Куль. Куль. Прекрасно. Амина, тебе слово ручей. Грлявок. Ручей по-татарски горлявок, правильно. Марьям, море. Дингес. Дингес, абсолютно верно. И, Амина, тебе слово водопад. Шарлавок. Шарлауак, прекрасно справились с этим маленьким заданием. Переходим во второй тур. Он называется «Истя колдер». Запомни, на экране появится 9 картинок, 9 ячеек. Там спрятаны те слова, которые мы сегодня выучили. Я надеюсь, что вы не запутаетесь, где море, где озеро, где водопад, где река, где ручей. Все это будет очень понятно. Если что, вам помогают взрослые. Девчонки, не переживайте. Если уж взрослые не могут, я вам точно подскажу. Главное, вовремя подмигнуть. Вот в таком порядке располагаются наши цифры. У наших команд есть 15 секунд, которые начинаются прямо сейчас. Итак, время вышло, пора задавать вопросы нашим участникам. И давайте начнем, Амина, с тебя. Скажи, пожалуйста, где находится озеро? Под какой цифрой? Первое. Первая, точно? Да. Так, давайте откроем цифру 1. Посмотрим, молодец, это правильный ответ, отлично. Марьям, а где находится водопад? По-моему, 4. По-моему, 4. Марьям, ты согласна? Нет? А где? Если не в цифре 4, где есть водопад? Ну, где ты запомнила? Где ты запомнила? Под цифрой 7. Под цифрой 7? Ну, я думаю, тут надо маму послушать в этом случае. Да, согласимся с ней? 4. 4. Хорошо, откроем цифру 4, посмотрим. Там находится водопад, да. А вот под цифрой 7 не водопад, кстати говоря. Итак, Амина, где находится море? 5. Точно? Нет, не точно. А где? 2. А если подумать хорошенько? Пять. 5. Хорошо, давай все-таки откроем цифру 5. Да, вот это море, самое настоящее. Молодец. Отлично. Продолжаем. Мария, где находится река? Не ем. У нас снова семейный совет. 2. Цифра 2. Уверена?
Согласишься на этот раз с мамой? Хорошо. Открываем цифру 2. Там река, да, отлично течет, бежит, впадает в какое-нибудь море, наверняка. Итак, на очереди 5-й вопрос. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду. Амина, тебя выбрал наш компьютер. Скажи, пожалуйста, где находится ручей? 8. 8, там Дина подсказывает. Но ничего страшного, у нас подсказки разрешены. Цифру 8 давайте откроем, посмотрим, что там находится. Да, это ручей. Течет ручей, бежит ручей. Продолжать песню не будем. Ну что, второй тур в нашей программе завершен. У нас ничья. А все самое интересное будет дальше. Оставайтесь с нами. Для тех, кто только что присоединился, напомню, это программа «Бергаляп и Ряник». Сегодня мы говорим о воде, и давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Река – елга, озеро – куль, ручей – гырлявек, море – дингес, водопад – шарлауах. Мы готовы приступить к третьему туру, где нашим командам предстоит найти что-то общее. На экране появятся 3 картинки, все они связаны с одним из тех слов, которые мы сегодня выучили. Задача ваша – угадать, что это за слово, и объяснить. Готовы? Итак, Марьям, начнем с тебя в этом туре. Мама тебе поможет, ты не переживай. Кстати, Лилия, можно прям в голос подсказывать, совершенно спокойно, не шептать. Итак, 3 картинки для вас на экране. Как вы думаете, какое слово их связывает? Может быть, слово река? Река? На лодке плавают по речке, зимой катается на коньках по льду, и летом там ловят рыбку. Река? Река. Река. Точно. Это правильный ответ. Молодцы. Ну что, переходим ко второй команде, к Амине. Готова? Давай картинки для тебя посмотрим и узнаем, что же общего у них, точнее, какое слово их объединяет. Весна. Из тех слов, которые мы сегодня выучили. Совершенно верно, ты была права, что весна их тоже объединяет. Но есть еще одно слово из тех, которые мы выучили, которое связано в том числе и с весной. Ручеек. Ручеек. Почему? Потому что ручьи появляются у нас весной, когда начинает все таять. Подснежники обозначают наступление весны. Как раз-таки появляются первые ручейки. И в то же время у нас, получается, светит солнце и капают капельки. Все верно. Молодцы. Очень быстро, легко справились с этим заданием наши участники. Ну а мы готовы подвести итоги нашей игры несложным подсчетом. Наш компьютер все подсчитал, мы благодарим его за это. У нас сегодня побеждает дружба в нашей игре. Я поздравляю обе команды. Ну и, конечно, мы каждому участнику вручаем памятные подарки. Это прекрасные раскраски для наших участниц. Там на самом деле поле для творчества, потому что в любые цвета можно раскрасить заставки известных программ нашего телеканала. Вот, кстати, программа «Бергаляп и Ряник» там тоже есть, ее тоже можно раскрасить. Я буду очень рад и очень признателен вам за это. Уважаемые взрослые, спасибо огромное, что вместе с девчонками вы пришли сегодня, поделились своим настроением, помогли нашим телезрителям выучить новые слова. И давайте им поаплодируем. Пожалуйста, нашим девчонкам, они большие молодцы. Ну а с вами, уважаемые зрители, мы встретимся в этой студии совсем скоро. Создадим прекрасное настроение, будем друг другу улыбаться и учить слова на татарском. На сегодня все. До встречи. Сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока.